На побережье моря Лаптевых запустили первый арктический ветропарк. Он включает в себя сразу 3 установки общей мощностью 900 киловатт. Ожидаемая экономия благодаря постоянным ветрам в заполярном Тиксе почти 1000 тонн топлива. Об истории эксперимента, его перспективах и размахе лопастей смотрите в специальном репортаже Дмитрия Макарова. Легкий морской бриз, установившийся на побережье Северного Ледовитого океана в Якутии, чуть не сорвал запланированный запуск ветряного парка. Но, к удивлению присутствующих, даже 3 метров в секунду хватило, чтобы привести в движение огромные лопасти. Посреди заполярной тундры эти установки выглядят более чем впечатляюще. Длина каждой лопасти 15 метров, и они совершают до 48 оборотов в минуту. Этот арктический парк первый в мире, способный работать в экстремальных условиях. Его разработали и построили японцы специально для сильных морозов и штормовых ветров. Электрический ток будет стабильно идти по проводам при любой погоде. Особенность наших установок, которые установлены здесь, они разработаны дополнительно с учетом низких температур. То есть они могут работать при температуре до 50 градусов мороза. Киловатты, произведенные с помощью силы ветра, обеспечат надежную зимовку жителям заполярного Тикси. Поселок один из самых труднодоступных, и до сегодняшнего дня электричество здесь получали только с помощью дизельных генераторов. Они очень надежные, но при этом слишком затратные. 3 ветроустановки способны полностью заменить один двигатель дизельной электростанции, который каждый час сжигает до 170 литров топлива. Каждый год дизельные двигатели сжигают 9000 тонн солярки, которую сюда завозят через всю Лену и по морю Лаптевых. Поэтому экономия почти 1000 тонн благодаря ветру – знаковое событие. Команду на подключение тока ветряков в режиме видеоконференции из Якутска дает глава Русгидро Николай Шульгинов в присутствии главы региона Айсена Николаева и японских партнеров. По другую сторону экрана в Тиксе свидетели исторического события полный зал, от школьников до ветеранов. Она даст хорошие, успешные результаты, и проект может быть уже дальше масштабирован в масштабах уже всей Арктики нашей страны. Поселок Тикси находится в 500 километрах севернее полярного круга. Это одно из самых суровых мест на планете. Средняя температура января минус 37 градусов. При этом ветер здесь дует всегда. Затишья бывают недолгими, всего по несколько часов. Только северный ветер со скоростью свыше 12 метров в секунду дует более 1000 часов в год. У нас сейчас дует 9-10 метров северо-западного ветра, снежок идет. Ну и вот уже поземок поддувает, если видно будет. Ну, я думаю, вам видно. О том, чтобы силу ветра превратить в энергию, в Тиксе мечтают давно. 10 лет назад здесь в рамках эксперимента установили 250-киловаттный ветряк германского производства. Но особой пользы он не принес, не мог работать при сильном ветре и боялся морозов. Разработчики нового ветряного парка учли предыдущий опыт. Если хороший результат будет, он продолжен на всей территории Дальнего Востока в изолированных энергорайонах, потому что это самое эффективное применение таких энергокомплексов именно в изолированных районах. Нагрузка на дизельные двигатели Тикси продолжает расти. Дополнительные киловатты запросили представители Министерства обороны и аэропорт. Здесь построили новые гаражные боксы, заменили светосигнальное оборудование и добавили уличное освещение. В ближайшие годы тенденция сохранится. Поэтому сейчас главное – обеспечить надежность при любой погоде. Для Тикси это очень важно, потому что мы имели эту ненадежную систему. Я уже говорил, что 6 лет назад здесь после коммунальной аварии вообще было под угрозой, как будет жить населенный пункт. Сегодня надежность как коммунального хозяйства, так и энергохозяйства значительно улучшилась. Следующим летом работа по обустройству ветряного парка будет продолжена. Партнерам из Японии предстоит установить накопители тока, автоматику и построить вспомогательную дизельную станцию. У нас будет работать параллельно в том числе 2 дизельных станции. Плюс мы накопитель энергии внедряем в следующем году, то же самое японский, и компьютерную систему управления, которая позволит все 4 источника синхронизировать, для того, чтобы работа была устойчивой, стабильной, а самое главное, для того, чтобы можно
можно было бы обеспечить максимальную экономию топлива. Уже через 2 недели Тикси накроет полярная ночь и наступит самый ветреный и холодный период года. Все это время японцы совместно с местными энергетиками будут тестировать уникальное оборудование. При наличии замечаний будут внесены изменения в конструкцию, чтобы в будущем оснастить ветряными парками весь крайний север. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков. Вести. Тикси. Якутия.